Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Четверть мирового населения столкнулась с чрезвычайно высоким уровнем водного дефицита, используя более 80% своих ежегодных запасов пресной воды из возобновляемых источников. При этом прогнозируется, что изменение климата приведет лишь к увеличению частоты и серьезности всех этих явлений, что создаст острые риски для социальной стабильности. Таджикистан в направлении решения водных вопросов осуществляет эффективные меры. Изменение климата, таяние ледников, опустынивание и нехватка воды входят в число наиболее важных проблем планеты. Предостережение мирового сообщества со стороны президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, повысили внимание мировой общественности к проблемам, связанным с водой. Время доказало, что предложение главы Таджикистана необходимо решать для будущей счастливой жизни населения планеты. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, со всех международных трибун выступает с конструктивными предложениями, которые должны объединить мировое сообщество в стремлении решения водных проблем, в число которых входит и нехватка чистой питьевой воды. Таджикистан в этом направлении прилагает все свои усилия, как на уровне всей планеты, так и на региональном уровне, решая социальные проблемы местного населения. Так, при поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан был реализован проект водоснабжения в поселке Баходурон Джамуата Гулистон города Левакант, благодаря которому чистой питьевой водой обеспечены более 384 домохозяйств, то есть 5860 человек. Среднее общеобразовательное учреждение на 2167 учащихся и местные медицинские учреждения. Я директор школы номер 4 города Левакант Бахматова Бахтигуль. От имени всего коллектива школы выражаю благодарность за то, что в нашей школе и в поселке проведена линия питьевой воды. Это очень сильно повлияет и на улучшение условий жизни, и на успеваемости, так как школьники не будут отвлекаться на доставку воды и меньше будут болеть. В рамках проекта проведена линия водоснабжения на общее расстояние в 475 метров. Установлены электродвигатель мощностью 75 киловатт, электрический щит управления, домашние и уличные водопроводные колонки. Таким образом, здесь решены проблемы с водоснабжением, что, несомненно, приведет к улучшению социально-экономической жизни местного населения и уменьшению инфекционных заболеваний. Город Душанбе от вчера и до сегодня. В честь Дня столицы в Национальном музее открылась праздничная выставка. Продлится она до 25 апреля. Город Душанбе от вчера до сегодня. В честь Дня столицы в Национальном музее Таджикистана открылась праздничная выставка под таким названием, которая продлится до 25 апреля. Праздничная выставка организована по инициативе Национального музея Таджикистана в сотрудничестве с исполнительным органом государственной власти города Душанбе, в открытии которой приняли участие ответственные лица исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Министерства культуры, Союза писателей Таджикистана и сотрудники Национального музея. На выставке присутствующие отметили, что город Душанбе издревле считался местом проживания арийских народов. Еще 5-6 тысяч лет назад человечество выбрало эту живописную землю местом проживания. На выставке из фонда Национального музея представлены 110 музейных экспонатов, таких как археологические находки, монеты, картины, исторические фотографии города Душанбе, проекты и образцы новых зданий города Душанбе, которые отражают древнюю и славную историю города Душанбе на историческом пути. Деятели искусства, управления культуры, исполнительного органа государственной власти города Душанбе представили участникам интересную концертную программу, которая воспевала прогресс, красивые виды столицы и ее современный облик. В Академии футбольного клуба «Истеклол» состоялся фестиваль футбола, в рамках которого прошел День открытых дверей и официальное открытие детской академии футбольного клуба «Истеклол». Зумрат Файзиева расскажет об этом празднике футбола подробнее.
В 25 километрах от Душанбе в живописном ущелье Алмасы Гисарского района находится Академия футбольного клуба «Истеклол». В день открытых дверей это место стало центром притяжения подростков, занимающихся футболом, именитых спортсменов, тренеров и любителей футбола. В рамках мероприятий фестиваля состоялись мастер-классы от игроков и тренерского штаба основного состава футбольного клуба «Истеклол», автограф-сессии, мини-турнир с участием юных команд других футбольных школ, а также официальное открытие детской академии футбольного клуба «Истеклол». В эту академию мы объявили набор футболистов, две команды 2012 года рождения и 2013 года рождения. Для проведения тренировочного процесса нами приглашены опытные тренера. Одного из тренеров мы пригласили из Краснодарского края, из Краснодара. Это бывшего игрока футбольной команды «Памир» Душанбе и Бадулаев Сергей. Второй тренер – это Суфиев Багодур. Мы надеемся, что после сегодняшнего фестиваля, после сегодняшнего всех тех спортивно-массовых, спортивно-развлекательных мероприятий, которые проведены нами с помощью волонтеров, с помощью партнеров, спонсоров, мы привлечем внимание родителей, внимание тренеров, внимание спортивных школ, футбольных школ, внимание всей страны к тому, что наши двери открыты, к тому, что мы хотим собрать талантливых детей, талантливую молодежь и создать для них самые лучшие условия. На торжественной церемонии открытия фестиваля было отмечено, что футбол – один из самых популярных видов спорта, и у него больше поклонников, чем у любого другого вида спорта. Футбол при поддержке и внимании лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, а также при постоянной заботе председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента футбольной ассоциации Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, в последние годы в нашей стране стремительно развивается. Футбольный праздник подарил детям и гостям незабываемые эмоции и впечатления. Отметим, что Академия футбольного клуба «Истеклол» представляет собой современный спортивный комплекс, включающий административный, учебный, спальный корпуса, пищеблок, бассейн, поля с искусственным и натуральным покрытиями, спортивный класс специальной футбольной подготовки, медико-диагностические и восстановительные центры. В Академии совершенствуют свое мастерство лучшие футболисты из всех регионов нашей страны. А теперь юные футболисты будут заниматься здесь не только тренировками, но и изучением иностранных языков, компьютера, общеобразовательных предметов с использованием современных информационных технологий. Зумрат Файзиева, Джовид Низоми. Новости. Ну а 20 апреля в честь Дня столицы Республики Таджикистан состоится 12-й Душанбинский международный полумарафон, в котором примут участие 50 иностранных спортсменов из 20 стран. В 12-м Душанбинском международном полумарафоне, который пройдет 16 апреля в честь Дня столицы Республики Таджикистан, запланировано участие 50 иностранных спортсменов из 20 стран. В полумарафоне примут участие спортсмены из регионов Республики Таджикистан, городов-побратимов Душанбе и все желающие. Душанбинский полумарафон проводится с 2010 года в День столицы, который отмечается в 3-ю субботу апреля, а в 2013 году был включен в календарь соревнований Международной ассоциации марафона и бега на длинные дистанции. С целью проведения мероприятия на высоком уровне постановлением председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, за счет средств Фонда развития столицы выделено 611 530 сомони. Все желающие граждане Таджикистана могут принять участие в полумарафоне. Только для иностранных спортсменов, которые будут участвовать вне квоты, определены взносы в пределах $10–15. За день до начала марафона все спортсмены должны пройти мандатную комиссию в гостинице «Вардиш», где они будут зарегистрированы. Там им будут выданы номера, футболки и кепки.
В этом году принять участие в забеге смогут и подростки. Согласно решению председателя города Душанбе, на дистанции 3 километра будут соревноваться дети 8-10 лет, на дистанции 5 километров 10-12 лет и на дистанции 8 километров подростки 12-15 лет. По данным Национального олимпийского комитета, призовой фонд Душанбинского полумарафона в этом году составляет 446 160 сомони. Первые 6 призов будут разыграны как среди мужчин, так и среди женщин. Напомним, что первый Душанбинский международный полумарафон был проведен на дистанции 21 километр 97,5 метра с участием спортсменов из 14 городов, побратимов Душанбе и лучших бегунов Таджикистана. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.